Бисмилляхи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Пророк Мухаммад, мир ему, говорил о благих делах, чтобы мы выполняли их. Посещали больных, совершали джаназа намаз умершим, сопровождали умерших до могил. Когда мусульманин чихает от простуды и говорит «Альхамдулиллах», то говорит ему «Ярхамук Аллах», то есть читать ему дуа, прося у Аллаха милости для него. Помогать слабым и угнетенным, распространять приветствие. Если человек дал клятву, то нужно ее выполнить. Пророк, мир ему, говорил: верующий, который желает войти в рай в числе первых, развивает себя и любовь к ближним. Ваша вера не будет совершенной до тех пор, пока вы не станете любить друг друга ради Аллаха и не пожелаете брату по вере того, что желаете себе. Пророк, мир ему, говорил: не дозволено верующему, чтобы брат отошел от брата и враждовал с ним более 3 дней. Поэтому пусть он проявляет инициативу и приветствует другого. И если другой отвечает ему, то они двое совершили благо. А если не отвечает, тот не ответивший сам отвечает за этот грех. А первый освободился от этого неловкого положения, в котором он находился, из-за ссоры с братом по вере, и, взяв инициативу в свои руки, приветствовал того. Абу Дауд объяснил, что если причина разрыва связи была из-за религиозных вопросов, например, прекратил общаться с совершающим большой грех, то ему нет греха за то, что он не отвечает на приветствие и прервал связь. Передано о том, что Ан-Навайс ибн Сам'ан задал вопрос пророку, мир ему: как понимать, что такое благо и что такое зло? Пророк ответил: благо – это высокая мораль и нравственность, а зло – то, что человек не желает, чтобы другие знали то, что он скрывает, и не хотел бы, чтобы люди совершали это. И было бы стыдно ему, если бы люди узнали об этом. Это не говорит о том, что он хотел бы, чтобы люди не знали о том добре, которое он сделал. Ведь если и узнает, то ему не будет стыдно, и он хотел бы, чтобы другие делали так. Пророк, мир ему, сказал: воистину, лучший из вас тот, у кого высокая мораль и нравственность. Достигнет совершенства в вере тот, у кого высокая мораль и нравственность. Надо находить оправдание для своего брата и сначала улучшать себя. Нельзя развивать вражду с другими людьми, думать плохо о верующем. И лучше, если можно, думать по-иному и искать оправдание для него. Это один из принципов нашего поведения, и надо мудро напоминать об этом друг другу. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.